بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Умар бин Аби Салама радiyallahu анху говорит, что сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам, «Саммиллах». Всегда говори имя Аллаха, бисмиллах, то есть перед начинанием любое дело, кушать или делать что-то начинаешь, бисмиллах. Даже когда в туалет заходишь, прежде чем зайти, 2 шага впереди, бисмиллах. Аллахумма инни аузу бика миналь хубси валь хабайс. Вот продолжение дуа тоже есть. О Аллах, защити меня от всякого грязного, от джинна, от шайтана. А кто не умеет, хотя бы бисмиллах сказать, когда заходишь. Когда выходишь из туалета, когда вот вышел, не перед выходом, внутри где наджас, вот вышел, шаг 2, альхамдулиллах. Есть продолжение тоже, кто умеет. Альхамдулиллах, хвала Аллаху, что меня Аллах избавил от плохого и оставил во мне все полезное. Всегда благодарность Аллаху во всех делах. В начале бисмиллах, в конце альхамдулиллах. Перед едой и в конце еды тоже. Бисмиллах и в конце альхамдулиллах. Это тоже сунна пророка, алейхиссалату вассалам. Бисмиллах сделай, вакуль бияминики. И ешь с правой рукой, вакуль мимма ялик, и кушай то, что перед тобой говорит, ближе к тебе. Ну, у кого там впереди там мясо есть, туда, это не твой космат. Есть, бывает человек иногда голодный, и много о чем-то задумался, и быстро пришел, взял, без бисмилля начал кушать человек. В этот момент что надо делать? Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, также сказал, «Иза акаля ахадукум фалязкур исмаллах». Когда один из вас собирается кушать, пускай имя Аллаха скажет. А если он забудет, пускай он скажет «Бисмилля ауалихи ва ахри». Именем Аллаха с начала до конца ты когда вот это говоришь. Сначала то, что ты забыл, сначала пусть будет и до конца. Если так скажет, тоже как будто он сначала сказал «Бисмилля». Сейчас я вам разъясню, какая разница говорит «Бисмилля» и не говорит, иншаллах рахман. Джабир говорит, радiyallahu анху, что он услышал пророка, саллаллаху алейхи вассалам, говорил: «Иза дахаля раджулю байтаху», когда один из вас заходит домой, «Фазакар Аллаха инда духулихи», когда он заходит домой и скажет «Ла илляха илляллах» или «Субханаллах» или «Бисмилля», «Ва инда таами», также перед едой он упомянет Аллаха будет, «Каля шайтан», тогда дьявол, шайтан скажет ли асхаби, свое окружение, своим людям: «Ла мабита лакум валя аша», вам здесь негде ночевать и вам нету здесь еды. Вот видите, когда домой заходишь, квартира нету, разницы, зашел домой, ты не сказал бисмилля, шайтан скажет своему войску: вы можете здесь ночевать, вот для вас сказал. А где шайтан не ночует? По-любому там, хоть мы не видим, их не слышим, но они свое дело делают внутри. То есть открываешь телефон, можешь на плохой посмотреть. У тебя иман слабеет, начинаешь, сам не замечаешь. С женой начинаешь спорить, родителями, детьми, непонятки. Сам или в сердце мысления какие-то, шайтан внушает лишнее, то, что тебе не надо было. Ты сам их принимаешь и сам не понимаешь из-за чего. Потому что шайтан зашел домой с тобой. Также в еде. Когда она в еде участвует, шайтан, вот это то, что ты поел, в нем бараката не бывает. Вот эта еда тебе на плохое может направлять. Вот влияние этой еды тоже плохое бывает. Вот это смысл. Вайза дахал, это достоверный хадис пророка. Когда человек заходит, фалам язкурилля, и он не вспомнит Аллаха, бисмилля не сказал, ассаламу алейкум сказал, ничего не сказал, просто как робот зашел домой и сел за стол. Каля шайтан, тогда шайтан скажет: адрактумуль мабит, для вас здесь есть место, где спать. Вот шайтан там будет. Обычно шайтаны остаются где наджас, туалет, там где наджасы, а ты им чистое место даешь и к тебе домой заходит. Вайза лам яскуриллахи та'аля инда та'амихи, и перед едой, когда он имя Аллаха не вспомнит, шайтан скажет: вам здесь есть адрактумуль мабит валь иша, есть где ночевать, есть вам здесь от души поесть.